Еще, казалось бы, недавно отгремело открытие второго всероссийского открытого фестиваля студенческого кино «Кинофест-2016». Но уже сейчас все участники смогут увидеть свои фильмы на большом экране. Работу участников мы смотрим, разные мнения абсолютно. У нас есть работы как и игровое кино, есть какое-то философское, есть кино документальное, допустим, там, про птиц. Фестиваль на самом деле открывает возможности многим людям, и они пробуют себя впервые, многие участники нашего фестиваля. Хорошо, что, допустим, люди, даже взрослые есть, которые пытаются снять кино, допустим, как фильм «Слепые души». Первый раз написав сценарий, достаточно очень четкий, лаконичный, емкий. Я не могу сказать, что я большой ценитель кино и прям много разбираюсь в этом, но я как бы чувствую, что есть в этом изюминка. И в многих работах, даже в первых, изюминка есть. И мне импонирует это, как организатору этого фестиваля. Очень понравился, несмотря на то, что был я только на последнем дне. Вот я думаю, сейчас были собраны как раз самые классные, самые хорошие работы. Вот. Ну, что еще можно сказать? Такая приятная атмосфера и очень хорошие люди, в принципе, думающие режиссеры, которые реально могут преподнести свои мысли на экране. Идея снять фильм родилась спонтанно. Как и все самые лучшие картины. Я просто увидела Настю и подумала, она настолько божественна, что мы просто обязаны были ее снять. Конечно, она достойна, чтобы ее снимал Нолан, например, но для начала мы тоже подойдем. Было очень приятно с тобой работать. К сожалению, я был только на 2 днях. Ну, не получилось, что бы ни было. Но оба дня, которые я присутствовал, они прошли очень великолепно. Потому что, в первую очередь, это ты смотришь множество различных мыслей, множество интересных сюжетов. Смешных тоже, но, честно, часть захватывала очень сильно. Драма, мелодрама, комедия, триллер, боевик – эти и другие фильмы были представлены в рамках кинофестиваля. Каждая работа уникальна по-своему, поэтому мы и хотим пожелать участникам и далее развивать свой талант. Александр Старочкин, Динара Шафигуллина, специально для Правком ТВ.